Каганан, едем в Меге. Сначала, короче, его этот МРТ сделаем ему, чтобы посмотреть, что на самом деле у него. Вдруг у него тоже огромная грыжа. Альберту уже пупочные грыжи убирали. Прикиньте, у него тоже на пупке вот такой вот шарик вырос. Представляете? Вот прям вот как мячик. На пупке прям, прикиньте. Это было сколько? 3 года назад, да, Альберт? 5? Ну, 6 лет назад. И вот это мы убрали. А теперь вот в последнее время опять с поясницей у него пошли проблемы. У него и брат, вот они же с братом вместе работают. Брат тоже весь, все суставы болят, кости болят, все болит. Потому что они на стройке работают и летом, и зимой, и под дождем, и под холодным ветром, и под снегом. И все у них болит уже. Очень тяжелый физический труд это строительство. Все здоровье там кончали, друзья. Короче, начали искать этот МРТ, где пройти, да? Где принимать толстяков. Везде, короче, ограничение до 120 килограмм. Да, Бет? Эй, не толстяк, не толстяк. Чё? Обзываешься? Обзываешься, ты мой... Я никогда не обзывался, Дигамбла. А вот никогда не обзывался, говорит, да? А раньше постоянно меня делал замечание. Чё какое? Чё, не помнишь, да? Как ты меня говорил? Не говорил тебе. Говорил, Альберт, говорил. Но это же... Диета отыру керек, физкультура істер керек, дей тұрғанын. Но это же не обзывание. А что это? Ну это намек, что я толстая была. Вот, гүлме, белің ауырта. Вот так вот. Так он мне и говорил, друзья. Представляете? Говорил типа, на диету надо сесть, тебе немножко похудеть надо. А я никогда в жизни ему таких слов не говорил. Никогда. Я всегда его принимала таким, какой он есть. Толстячком. Мне даже нравится Альберт Толстячок. Пухляшек мой. Я всегда ему даже говорю, ой, это мой пухляшек мой, там толстячок ты мой. Прямо я рады гүлшулай деп айтады тұрғанына. А он меня говорил, чтобы я садилась на диету. Вот смотрите, какие мужики, да? Бессовестные. Мы, значит, их принимаем такие, какие они есть. Любим их в любом виде. Вонючих, бородатых, толстых, с огромными животами. Мы вообще нам посрать. Мы любим их за душу ихнюю, а не за тело. А мужики обращают внимание большое на внешность. Поэтому, девочки, любите в первую очередь себя. Нафиг их, бессовестных. На диету садись, имеш. Вечно толстяков это дискредитирует. Ущемляют права толстяков вечно. Мне это раньше тоже не нравилось. Постоянно ущемляли мои права. Это сейчас не ущемляет тебя. Сейчас тоже ущемляют. Сейчас это называют, что я анорексичка. Оскорбляют тоже. И так оскорбляли, и всех оскорбляют. Вот, кстати, вот в этой Меге, это реклама Меги бесплатная. Я всегда ее рекламирую, бляха-муха. Но я честно говорю, вот здесь вот, кстати, сидит Фомичев. Я про него рассказывала. Очень крутой специалист по иглоукалыванию, знаете об этом. Я к нему полгода ходила как на работу. Возле Арены 3000 он вот находится. А, и здесь же, в этом здании Арена 3000. Никого нету. Офигеть. Прикиньте. Вообще. Где все? Он же больше 120 килограмм, это нормально? Да, здесь до 180. О, нифига себе. Прикиньте, до 180 килограмм, короче, вот этот аппарат. Вот он, смотрите, какой аппарат. Все, Альберт, фото. Альберт, посмотри сюда. Он вообще же этот трусишка. Он вообще очень сильно боится всяких вот больниц, уколов. Всего боится. Поэтому я с ними зашла, я как его мамочка. Офигеть, аппарат, смотрите, какой огромный, страшный такой. Когда я туда заходила, да, у меня паническая атака начиналась. Особенно, когда звуки были вот это... И сразу же мне становилось страшно. Мне казалось, что я лежу под землей. В этом, как там его... Да, как будто меня похоронили. Вот такое ощущение. Очень страшное было. Сейчас Альберт, наверное, вообще пересрется, блин. Он же этот трусишка еще тот, блин. Сейчас узнаем, что у него там. Ай, блин, грыжа, конечно, друзья, это очень опасно. Следите за своей грыжей. Я так долго мучилась этой грыжей. Сейчас прям не нарадуюсь, похудела и прям так хорошо.
Копировать трек. Копирователер. Теперь у меня клон есть. Результат где? Результат через 2 часа. Қорқпадың ба? А? Мен думаю, сен қорқырғанда, сен Они қорқақында. не қорқамын. Ну, сен қорқақында бүтін немен қорқып тегерейін да. Қорқмадың? Иламадың ма без мамочки? Жоқ. Жоқ. Без ушечек иламадың? Кто-то платит 7 тысяч, кто-то 10 тысяч за ней. Ну, за обследование, правильно. И при этом у тебя даже бесплатной стоянки нет. Ты еще должен за стоянку заплатить. Но это же маразм. Ничего никакой этот не дают легальный. Во многих где-то я видел, заезжаешь, если, допустим, на стоянку, допустим, ты клиент, вот в это туда именно, тебе на Инде. Ну, это же особенно пожилые приедут, не приедут. Как на последние деньги. И еще за стоянку с тебя сдирают деньги, чтобы заехать туда. А не заехать туда невозможно. Да, друзья, обидно. Короче, вот это 180 килограмм, который МРТ, стоит 7 тысяч. Прикиньте, 7 тысяч. А который до 120 килограмм, Альберт, сколько стоит? 4200, что ли? Я же вам говорила, что дискриминация. Я приехала в первую республиканскую гимназию имени Рами Гарипова. Почему я сюда приехала, друзья? Потому что ко мне обратилась социальный педагог этой гимназии. Она говорит, вот, Леша говорит, наши дети загадали на Новый год всякие разные желания, говорит, и мы стараемся осуществить их желания, говорит. И один мальчик пожелал, говорит, с вами встретиться, представляете? И мне было, конечно, очень приятно, но я не думала, что это не маленький мальчик, а взрослый мальчик. Оказывается, он ученик вообще 10 класса, представляете? Я даже не думала, что подростки смотрят мой блог, вообще даже не думала. А он смотрит, тем более мальчик, прикиньте. Я думала, мой блог смотрят вообще бабушки и женщины моего возраста 45+. А оказывается, молодежь тоже меня смотрит. Я позвала Наиля, чтобы он мне помог. Ну, блин, действительно, я не умею с мальчиками вообще общаться. Болгинин райондашым, прикинь, как получилось. Какой блин? Он звал меня выступить в Мичелинском районе там перед земляками. Вот, в моменте я не смог, да. Ой, шустрый Искандрин ваши. Он, короче, обзаводится связями. Он очень умный мальчик, представляешь, Най? Он знает, с кем надо знакомиться. 100%. И знает, какие желания загадывать Дед Мороза. А что ты не поняла? И ты отказал, да, не поехал на встречу? Я согласился. Ага, Я выступить. в последний момент уже выехал, машина сломалась. Ну, не машина, а колесо там. И все равно мына Искандер Шутбалған ысырашырға. Вот это интересно. Национальная еда? Да ну да, черт, қайтқа сасарың әлі биш бармағың. Батасың, что ли? Токмас. Что за фигня? Любишь это модно одеваться, нет? Да, люблю. Какие? Да? Как я, представляете? Люблю яркие одежды, Да, сағылды, Да. чтобы отличаться. Вот дыры. Вообще оденем красно, зеленый, синий, другое. Может тебе что-то другое надо было, не одежда? Ты есть что, говори. Кстати, вот мой любимый магазин ТАП. Да? Там можно посмотреть. Я рад. Вообще крутые вещи. Чем ты занимаешься? Творческая личность. Я занимаюсь общественной жизнью. Общественной жизнью? Он общественник. Что еще? Вот в том году мы проводили молодежный образовательный форум. Я был директором дирекции. Ох, деловая колбаса. Был непростой фрукт, оказывается. В позапрошлом году, в 23 году, организовывали фольклорный праздник межрегиональный Пошесларина. Второй съезд рода Пошесо. Я был режиссером этого проекта. Офигеть, ты был уже режиссер, представляете? Это непростой парень, наверное, попался. Прикинь, он умеет добиваться своих целей, между прочим, был Чтобы вы Лики. знали, с Мичелинского района все такие ребята. Я так и знала, я знала об этом, что мичетлинцы непростой народ. Оказывается, рестораны все закрыты, которые Искандер хотел, там какие-то национальные блюда нету, доктор. Поэтому мы сейчас быстренько чай попьем, оденем Искандера. Я, конечно, думала, может, ему что-то другое надо, но Искандер говорит, что я люблю, говорит, модно одеваться, потому что, говорит, я яркая, творческая личность. С мортаделлой, что такое? Мортаделла – это ветчина из свинины с фисташками. О, это для тебя. Это твое блюдо. Давай, Искандер, не мажай. Пора, давай. А это с тунцом? С тунцом давайте. С тунцом для вас, отлично. Ага. И маргариту дайте. Меня пригласили на передачу, там мы учились строить роботов. Как раз Азамат Агай там был, и он учил нас... Робототехники. Да, робототехники учил. Вот земля круглая. Мне кажется, Мишапа это все подстроено.
Нет, вот Адр, и вот зря что айтып. Адр кешелер скажет, что это Искандерді они сами выбрали, специально контент жрали, все построено, Азамат Манайльды алдан белген. Адр вот так будет говорить. Не, а что так получается? С Мечнинского района. Ну? Азамата знает. Ого. Так Ну, что? он білмеген кешеге yok. Он уже, Альберт баяғы айтты, обзаводится связями. Он будущий президент или что-нибудь правительство, он тротуан кеши по нему сразу видно, бля. Уши Яштян уже обзаводится очень нужными связями и добивается своих целей. Вот. Ты молодец, далеко пойдешь. 5-й год проходит всероссийская акция «Елка желаний». Она всероссийская у нас, и мы в этом году захотели ее организовать у себя в гимназии. Я являюсь председателем первичного отделения движения первых, и меня заинтересовал этот проект. Мы написали крупным нашим блогерам, компаниям, которые смогли бы... Это твоя идея, что ли, была? Да? Ну, вообще, Это ты организатор вот этой акции акции в школе, желаний? у меня, да. Акция у меня. Короче, представляете, вот даже вот эта акция «Елка желаний» Искандер Уйде организовать. Да. Это просто офигительно. Круто, молодец. И вот мне интересно, допустим, что в основном загадывают, что хотят. То есть все ли вокруг, да, вот того, чтобы с кем-то встретиться, увидеться, или что-то там, такие более материальные штуки. Ну, сейчас загадывают более материальные, но у нас есть свои положения, которые регламентируют подарки. В основном это какая-нибудь развивающая книга, развивающие материалы, возможно, курс подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, да. И многие просят какие-нибудь принтеры для учебы или там наушники беспроводные, какие-нибудь поездки просят, например, в Стерлитамак кто-то загадал. Да? Вот, да. А зачем поездка в Стерлитамак? Ну, возможно, он хочет, наверное. Ага. Вот. Кто-то фанатеет от города Стерлитамак. Да. Прикиньте, один ребенок загадал поездку в Стерлитамак. Если вы видите эти сторисы, и пока еще, если не поздно, у меня же с опозданием выходят сторисы, оплатите, пожалуйста, поездку в Стерлитамак этому человеку. Я сама, друзья, кто не в курсе, училась тоже в БРГ. Я пришла в 7 класс или в 6, я не помню тогда. Я целый год плакала, ревела, хотела домой. Я бабушке с дедушкой в день по 2 письма отправляла. Подождите, вы в БРГ учились? Да, вообще-то я рассказывала, ты что? Когда? Первый раз слышу вообще. Да, я училась год всего лишь. Ну ладно. Год я училась. Я же говорю, я в день 2 письма бабушке с дедушкой отправляла, чтобы они меня забрали. Представляешь, в одной комнате жили 15 человек. И все 15 девчонок были бетляны. И приходили старшие девчонки со старших классов и сидели бетты сутте утраларине. Представляете, мы сутте уже гты утраларине. Это правда. Потом, в душ в кланах не было ходить, там просто можно в душ ходить, мыться там. Если анда бір киши бетлян, душ не поможет нам башы. Это не помогает. Бет тарығына сестерді тарайны. Потом, бізге какой-то серный мазь башы тарығына халанулар. Баштарығына мешок кидіріп қойдылар. И мы все 15 человек ходили, воняли серной мазью и с мешком на голове. А сейчас в БРГ не такие условия. Сейчас в комнате живут по 2 человека. Да, по 2, да? По 3, по 4 человека, по 2 человека живут, да. Хадыр біттімедер ма? Алай, біттімедер жоқ. Әр бір блокта үз комната, анда туштары бар өздерінің, столовыйда ашайлар біздің, етілі тұрабыз, зарядкаға сығабыз, 15 минут зарядка болғаз, сағат біздің тұғын сияртыла дәрістер башлана, сағат 2-ге тікілім оқибыз, Шунан кемден внеурочные занятия там, по физкультуре, по своим профильным предметам. И в 4 уже начинаются самоподготовка, где ты делаешь уроки или идешь на какой-нибудь кружок. Беден Ахьяндо ансамбле эшлей, Аманат этнофольк түркімі эшлей беден. Смотрите, какой политик. Был ведь политик будущий. Қарағдайлы был уже БРГ-ға реклама істей баштады. Сақыра баштады. Келеген беден БРГ-ға оқырға, у нас самые лучшие условия. Прикиньте, продвигает БРГ-ны. Какой уникальный егет, будущий политик. Молодец. Не, вот меня что еще, на самом деле, приятно удивило. Вот я почему спросил про, что загадываю, да? Если вот есть какой материальный, там, материальное что-то пришло и ушло, наушники, они сломались, еще что-то. Баллары там домаяны. Нет, ладно, вот 10 класс, например, что еще загадывают? Встречу с Салаватом Юлаевым хотят, с хоккейным клубом Салават Юлаев хотят. Вот 2 человека хотят просто мандарин. И вот гель меня ультрабад ашарга, да, и включая ваши сторисы. Вот мне настолько вот шунов казак, мне вот вот хочу меня баргала, меня ашарга, мне шуно ашап калам келе, меня баргам келе, вот вообще хотел завтрак с вами, үйге келе, завтрак ашап барга. Давай яңа елдан қонаққа келсем. Мен сені азаляман таныстырамын. Мен ұйықтап қайтармын, мен сені бутқа башыра баштатармын. Рахмат егер. Вот, давай вот это тоже Только сделаем. қарайым да, Муса индірелер, нетелер. Был еще укуряк, на завтраке не остановился, я же говорю, тонкий политик, уже Муса, видимо, что. Я просто идем, как член семьи, беден, что меня бед қарау тұрады, ашау тұрады, хәден менен бір. Надо 40 или 38. Давай снимай. Именно сразу кроссовки кей, а? Ты вообще беден турлар алған.
Была дура это. Ай. Ты цвета больше любишь или толстовки? Очень красиво. Блин, сделай вот сюда проходку. По модели как. Шунда что ли? Сюда сядь. Да блин, кондуктор, кимінде? Алмама. Алына. Ушла. Давай. Джинсы модель, прямо самая актуальная, баллоны называются. Вообще самая модная модель сейчас, на сегодняшний день. И тем более, самый такой модный цвет пошел, бордо. И дубленка шикардосная, да? Согласись? Да. Говори, Оксана. Когда первый образ подобрали, уже круто. Сегодня мы выбираем мне лук. Вообще большое спасибо, Милюша Пайга, то, что согласилась вообще встретиться со мной. Усаживала для себя полда. Искандер, ин телевизорда сәрәндә. Ну как зачем ты? Не так ушла, морщишься. Во! Ты что, офигел? Я шундай высокий мотор егет. Я ушла так не тем, зажатый. Так себя не веди. Хорошо. И наоборот должен вот так по жизни себя нести. Вот, типа, сарандоса. Я уже капец крутой парень. Өзіңді олайтып зажатый тұтма. Нифига оянма, шундай мотор егет. Ты красавчик, махака кейінгесін бүгін көрдің, ты какой красавчик вообще. Выпрямись. Вот. Вот как ты себя несешь по жизни, так тебя и люди... Не жмут? Қысқан кейін киме, Искандер. Қысқан кейін киме. О, нифига ты, блин. Да ты, блин, красавчик, Искандерчик, Смотри-ка, Қара киім несіп кешін бұйырды, Қарали, мына бордо сочетается с этим коричневым. Классно, да. Скажи, ты красавчик. Да, блин, мен енді түжірі бұның артында. Ох ты, блин, очень красиво, Искандер. Короче, Наилға айткен, мен помоги, был Искандерді приодеть. Мен егіттерді киіндіре білмеймін деген, был бізді таштанла, қастыла, сам приоделся, именно киген. И смотрите, как приоделся. Боже, дай-ка сюда. Офигеть. Ну, здесь так, должно быть другое. Ну да. Знаете, почему красный? Почему? У нас в лицее красные галстуки были. Ух ты. Давно хотел обратно вернуться к истокам. Просился, Маэль. Ты настоящий митхунчик чакраборти. Хатар килешей. Им все-таки килешей костюм, да? Я тебе говорила, красный надо. Я все доехать не мог. Понятно, чтобы новый костюм купить. Вот. Я же говорю, все неспроста случается. Да, она Искандерда бүгін непростой день. Казалось, Искандер не вредный, очень добрый мальчик. Почему? Как я это определила? Определила по одежде. Вот прикиньте, первый же образ сразу же подошел человеку. Это говорит о чем? О том, что он нифига не вредный человек. Обычно добрым, хорошим, искренним людям сразу же с первой попытки у них все получается, и к ним в руки все идет. И вот даже встретились. У меня вот учитель есть, Чулпан Рафимовна, она говорит, то, что Хербер Кашиминен уже вселенная уже готова. Если вот ты хочешь встретиться, она тебе даст это. Нужно просто пожелать, чтобы это к тебе пришло. Вот, естественно. Даже Искандер шunu махнамаларды білі. Шуға мен сізге айтам. Всегда желайте, что вы хотите. Прямо страстно, и все у вас получится. И не просто так все случается, потому что это вот не просто так, это значит, так нужно было. бір пицца ашанықты. И өрдік шәурек. Блин, пиццаны ашаттым да бағыр малайға, представляешь ма? Қатыр шеп егет, блин, хаңіне. Мен Азалияға айтам етіп, Азалия хине хейбет, ир таптым етіп.
Итеп, кияу. Кияу, мына ошында егетте. Можно спокойно тип кияу итеп алырга доктор. Офигительный парень, просто-напросто. Просто умничка. Друзья, сейчас мы вас научим с Ларисой вместе готовить новогодние кексики из апельсинчиков. Это рецепт Ларисы. Она, оказывается, когда работала бухгалтером, каждый день пекла эти кексики специально, чтобы пить кофе в бухгалтерии и обсуждать сплетни. Когда эти кексики кушаете и пьете кофе, сплетни лучше всего идут. Усваиваются. Да, усваиваются лучше всего. В бухгалтерии работают одни женщины, вы знаете, и там очень много женщин, и когда они пьют кофе и кушают именно эти кексики, то и сплетни самые смачные и самые сочные, говорит, получаются. Итак, давай, Лариса, что за кексики? Нам понадобится, в первую очередь, основной ингредиент это апельсины, 3 штук апельсин. Вот, ике апельсин без шундай долькаларга бөлүп коебыз сразу же, аларны тутурабыз. Бір апельсинни без надо будет выжать сок, поэтому мен аны просто бөлүп койдум, мен алардан соогун гана выжимайт эдим. Также бизге для теста понадобится 3 кукей, 70 грамм подсолнечное масло, 1 стакан шекер. Вот, и сейчас это мы все взобьем. Был ингредиентларны, а потом добавим 2 стакана муки и пачку разрыхлителя и будем запекать. Почему они для кофе хорошо, я не знаю, и для сплетен? Ну, сплетни вообще всегда усваиваются под чаек лучше всего. И под коньячок. Да, а почему именно апельсины и в Новый год? Потому что Новый год всегда зимой, это же время холодное, бетенде, суық тышта, охота всегда согреется, желобрайбер, ишерге. Зимой это мы часто вот любим на глинтвейны, нелер, алар бетенде, апельсинан, шундай нелердан цитрусовый хочется, который согревает, тепло, вкус дает. А здесь как раз таки вот есть и цитрусы бетенде, которые из кофе, кофе сладость, вместе с кофе и вкусно, и сладко. Так, здесь 2 апельсина. И апельсин дольками, что это псалас, чтобы блендер Прямо в блендер все это. Прям в блендер все это до однородности нам нужно будет смешать. Не парьтесь, просто Все в блендер, короче, засовываем. Очень, говорит, быстрый рецепт, Лариса говорит. Каждое, говорит, утро пекла, говорит, бухгалтерия была просто в восторге, говорит, и ждала, говорит, каждое утро меня с этими кексиками, готовя специально для Ларисы свежие сплетни. Да, дело было. А бухгалтерия калерали куркала. Бухгалтерия, привет. Короче, все вот это массу мы взбиваем туда. Это какой-то смузи получается. Смотрите, какая красота. Ой, какой красивенький, да. Хорошо, салабыз он, разрыхлитель, 2 стакан он, бір пачка разрыхлитель, беляки пачка. И тоже опять бажгатывала. Юк, она просто кублян, не там сдавить, и все готово. Это вот заливаем. Примерно узигнал масло, коралл, чтобы я вам, или если нужно высокое, невысокое, можно пергаментом, можно не обязательно. Вот. Когда испечется, я вам покажу, как это еще залить соком. Еще будем заливать апельсиновым соком. Лариса басрак пулдарман прямо ушайтып сокты хәзер выжимать-та. Сиреген бір апельсиндан. Чем апельсин сирегенрак, чем кулдар басраграк, тем вкуснее получается. Вот, Лариса. Имейте это в виду. У кого-то бывает из лимона выжималка такие, тоже туда подойдет или андересис, да. То есть вам нужно сок выжать. Да. Бір апельсин, сока Это для чего? Для чего сок? Это когда выпечется, когда выпекаться это бетайнде, без оно студену, что горячий кинче, снешил сок наливаем, и он прям пропитается этим соком, и будет очень вкусно. С Новым годом. Жарь, варь. Жарь, варь. Альберт мне на Новый год кастрюльку подарил. Ешель. Сочный кастрюль меня яңа елға. Кстати, мына кухмарасы қара. Ошымдай кастрюльдар. Представляете, ма? Вайлберстон заказали. Я искала яркие кастрюльки. И Альберт говорит, Яра, мне подарит там кухмаровский зеленый кастрюль. Я вообще удивилась, что кухмара выпускает такие яркие кастрюльки. Вообще же прикольно, ведь Лариса Харан. Вообще. Вам соответствует. Вообще красота. Добавляем он. Что нам надо будет? И стакан он. Бір пачка разрыхлительно полностью. Все, опять шу хаутта блендерден хаутына. Шундаук можно интригаю, где удобно, что не даю, можно интригаю. Вообще легко, да? Блендерға шап-шоп, весь бүтінен толтырдың да, весь өрілттің да, и все, Аллах аппар. Кексик готов, новогодний, апельсиновый, сплетни любительный, бухгалтерский. А не, уже назбивать там. Можно включить, можно, я не интригаю, как можно вам удобно, включить, да, можно включить, конкретничек удобно. Масса должна быть такая густая сметана, она такая прям уже ароматная, апельсин, если аркель птрангала. Дай-ка я понюхаю, Лариса. Ух, блин, еще, потому что цедра, вот, каждый.
Ну, вы смотрите, чтобы тишлярин алывыз, короче, апельсином, чтобы горечи не было. Мы с Ларисой теперь будем вести рубрику «Вкусные рецепты». Она будет готовить, я буду снимать. Если вам понравилась эта рубрика, с Ларисой оставляем огонечки. Ой, какая красивая масса, желтенькая, прям такая яркая, прям этой. Выпекать будем 40-45 минут при 170 градусах. Вообще быстренько. Oldu. Кудапс. Угу. Готовьте сплетни. Юль, ты куда? Да кто-то не берет? Ешь давай. Я не это. Попробуйте только не доесть. Никуда, никто из-за стола не выйдет, пока все не доест. Чтобы все доели. Суп доели? Салат доели? Все доедайте. Чтобы вот этот салат был съеден. Знать не знаю. А то искра. Итак, у нас этот пирог печется, доктор. Пока что не испекся. Вот. Девочки, чай с пирогом еще будем. Так что этот, не торопитесь. А что даже вот вот молодцы. По второй порции не надо? Ничего, нормально. А папа мне бернча шатты. Дату рождения даже не посмотрел. Я похожа на ТБ 80-го года. Ему там надо же считать, ты думаешь, он посчитал, что ли? Это ты, Галя. Да, он что-то как-то так похудел, да, Похудела, я помолодела, да? Ох ты, посмотрите, Он как такой. красивенький. Он такой вот румяный всегда получается, автомагаз, он всегда такой получается. Это за счет Подгорел того, что тебе мало. Он не подгорел, он такой должен быть. И вот мы апельсиновый сок, который выжимали, вот он üstüne прямо из секинча жолап кына салабыз. И он вот жолап будет пропитывать его. Апельсины, блин. Нифига себе. Да. Прямо yorulup oralarına кіріп қар пропитается. Угу. В холодном виде, если не пропитается, в горячем только, Да, да? надо именно в горячем виде, ее мы пешкеште. Сковорчать отрывать прям наш это прием. Харвиш, она жолап носителями биш пропитает. Прямо апельсиновый запах. Когда пропитается, вот она пока пропитывается, нам нужно любой шоколад берем, молочный или темный, как вы любите, без орешков, без всяких добавок, примесей, и его нужно нам расплавить. Для расплавления вот еще, по-моему, да, ошибши трайды, и все, и вот абсолютно неподатливо, без анхар. Очень луна кисерез, да, и матур, и тут выжмем его. Так, подождем чуть-чуть, чтобы апельсин пропитался. Выжимаем вот так, и хаотично, üstüne не топшығабыз, хар узор етіп. Абонман сегізер керегінде Лариса. Кофе. Кофе, надо кофе. пить. Сплетниларыңызды әзірләдіңіз ме, Милшупа? Мен вообще көп сплетни білем. Мені сплетница тегер бит. Элек бітішірейнік рубрика сплетни от Риналя. Кстати, Риналь, блядь, сплетнилар, мен түгел. А сейчас мына как Риналь ушел от меня, да, понимаете, к своей жене. Как ушел от меня Риналь к своей жене, сплетней нету у меня теперь, понимаете? Он меня снабжал слухами, новостями, сплетнями, а теперь я вообще не в курсе событий, абсолютно. Так что, Лариса, у меня нет сплетен. Милшупа, не знаю, надо будет думать. Хиня тоже надо приноравиться, давай, сплетни. И будем снимать рубрику «Сплетни от Ларисы». Лариса крысовая. Көлдерме, аудым дуритіп сразу асылып кетті, блін. Сразу кожа натянулся, бляха-муха. Наконец-то ты просвещенный келіп шыға. Ай, Лариса крыса. Опа, Аллахай. Қалай мотор? Қаралы. Хине юғалтылар уже. Ой, красота. Бүтін шоколадты выжиматты. Милшупа, сіз мне потом звоните, представляешь, системно келіп шықтым. Ярай. Там не болмаса әрбірші звоните. Лариса сама не сможет дегустировать, ей надо на кирпике. Она все, убежала. Завтра утром мы ее накормим ее же пирогом. На завтрак, на кофе. На кофе, вот Милшупа, как раз Ертен Такилен на кофе не было. Сплетня жетіріміз. Ай, ладно, рахмат, Лариса. Мы без Ларисы попьем кофе. Вот такой вот вкусненький на апельсиновый кексик. У меня лицо болит. Очень много я сегодня болтала, и теперь у меня лицо болит. Представляете? Оказывается, оно болит, бляха-муха. Итак, я иду в баню. Бураный снег. Девчонки начали мыть баню. Клиник же пришел. Я их заставила мыть баню. Так-то я баню сама мою, не переживайте. Не думайте, что я вообще капец там лентяйка. Но
раз в 3-4 месяца на генеральную уборку я зову девчонок, чтобы они от и до помыли баню. Вот уже девчонки начали. Даже пылесос принесли. Девчонки, вы живы? Нормально, теплая? Да. Не замерзли? Нет. Не холодно? Нет, конечно. Ой, блин. Сразу так деревом запахло, Кстати, друзья, вот многие спрашивали у меня, какими средствами девчонки моют баню. Это средство вообще офигительное, предназначено для дерева, для бань, для саун. После него, когда вот отмоют этим средством баню, да, сразу же появляется запах дерева. Понимаете, прямо такое ощущение, как будто только что построили баню, и вы зашли вот в новую баню. Прямо так пахнет вкусно деревом. Вот это средство, сауна называется. Прикиньте, вот, сауна называется. Представляете, ма? Юль, так и называется, да? Офигеть. Это что за фирма? У меня глаза не видят. Вот, посмотрите, друзья, какая-то фирма. Что за фирма, я не знаю. Ну, вот так вот выглядит вот эта вот штука. Ею девчонки отмывают баню. Вот, моют стены, потолки, все отмывают. Видите, маленькой вот тряпочкой прямо каждую щелочку отмывают. Юлька у нас вообще, я же говорю, она даже зубными щетками пользуется, представляете? Каждую щелочку зубной щеткой залазит и вот так моет. Когда я впервые увидела у них зубные щетки, я такая думаю, для чего они зубы чистить хоть, что ли? А они, оказывается, им труднодоступные места и отмывают. У них даже кисточки есть, прикиньте. Очень чисто моют. Вот, кстати, да, Юля, покажи, вот. Она даже щетку носит с собой. Прикиньте? Всегда. Да, я всегда с собой ношу видеокамеру. Это я. А Юля, я всегда с собой ношу щеточку. Если вы, девчонки, ищете клининг, да, который отмывает все на совесть, который залезет в каждую щелочку, отмоет до блеска, до чистоты, до новорожденного запаха, дезинфицирует весь ваш дом, у которых средства, как там, бляха-муха, мне в бане долго нельзя вообще находиться, средства такие защитные, не такие химия-агрессивные. Зовите этих девчонок, не пожалейте. После их работы вы сразу поймете, что нифига вы не чистоплотный человек. Это я вот поняла. Когда вот вызвала впервые клининг 02, да, когда пришли девчонки, отмыли дом, и я тогда поняла, что я-то, оказывается, нифига не чистоплотный человек. Оказывается, это я вообще неправильно и нечисто мыла свой дом. Девчонки, потом помойтесь. Давайте я добавлю, чтобы вы потом попотели, помылись, ладно? Чё ты? Чё? Ну, как-то неудобно. Иди нафиг, что неудобно? Никакой неудобно. Вы искупаетесь в бане. Все, мне в бане нельзя долго находиться, я и так уже долго находилась. Сейчас у меня лицо что-нибудь сделается, бляха-муха. Добавить в баню. Я добавлю так чтобы вы попотели и сполоснулись, девчонки. Вода нагрелась, вам хватит. Сполоснетесь, помоетесь заодно. Мочалки я вам новые могу дать. У меня новые мочалки есть. Я не сомневаюсь. Я специально храню мочалки для гостей. Вот, посмотрите, видите, с этикетками даже. Кто приходит в баню, я им даю. Потому что люди, вот еще раз напоминаю, кто ко мне входит в гости, да, носите с собой мочалки, пожалуйста. Приносите мочалки. Одно единственное, шампунь не прошу, мочалки хотя бы приносите. Шампунь мне нафиг не надо, мочалка нужны. Ну, приносите с собой мочалки, достали, блин. Че я постоянно хожу, блин, в Леруа этими мочалками закупаюсь, бляха-муха. После вас куда мне ваши мочалки девать? Выкидывать только. Ну вот действительно, куда мне девать мочалки? Да, Юль? Но, Юль, тебе не жалко. Тебе не жалко. Тебе мочалку дам. Новую мочалку. Потому что вообще я очень Юле благодарна. Потому что она капец очень сильно чисто отмывает. Просто-напросто. Ой, вот сразу, бля, что за средство такое? Прям вообще так вкусно пахнет, да. Средство чудо, действительно. Сейчас даже баню перестала мыть. Нет, я мою в неделю раз, но не как раньше, не генералю. Сейчас вот только клининг приходит и генералит. Я вообще перестала даже дом генералить. Блин, Аллах шукр, что у меня есть такая возможность, доктор, что я могу вызвать клининг. Вот, я не нарадуюсь этой возможности.
Ой, вообще красота, блин. Как же разгружают они. Вот. Хотя бы вот даже в месяц раз, если вызывать на генералку, прямо дом сразу же начинает дышать, такая свежесть появляется. Они же вообще капец как отмывают. Вот сейчас они дом отмыли, да, полностью такую чистоту, порядок, да. И сейчас баню перешли. Ларисин рецепт, сейчас я его хочу попробовать. Лариса говорит, что очень вкусный. Я тут, знаете, что подумала? Можно же кто к тебе в гости приходит, да, просить этих людей быстренько состряпать что-нибудь легкий, быстрый рецепт. И прикиньте, кто-нибудь приходит и быстренько тебе готовит еду. Вообще удобно. Лайфхак, да. Так, он немножко к бумаге прилип, друзья. Но он пропекся очень хорошо. Во, вот такой вот кусочек. Смотрите, какой желтенький, шоколадной начинкой. Я попробуем. Такой прикольный. Апельсиновый. Очень прикольный. Такое ощущение, как будто апельсин кушаешь. С тестом. Если бы не вы, мылась бы я в грязной бане. Обед! Пойдете быстренько сполоснитесь все-таки. Давай мы просто там посидим. И все. Нет, просто посидим. А что такого, я не поняла? А что не поняла? Значит, мою баню мыть можно, а купаться в ней нельзя, что ли? Почему? Наоборот, жалко чистая. Нет, не жалко, Юля. Жалко чистая. Я обижусь. Пока Елена не приехала, Елена вообще у них злющая хозяйка. Они ее боятся, поэтому даже в баню идти боятся. Пойдете? Знать не знаю, а то я обижусь. И больше не приходите ко мне мыть тогда. И просто такая, не приходи больше ко мне баню. И они такие радостные убегают. Такие, ура, мы больше не придем баню мыть. Давай, идите в свои чистые бани, сполоснитесь. Шампунь, мочалки, там Юль есть. Ты видела, где новые мочалки? Новое видела, да. Вот, с тебя такие же новые мочалки с Леруа потом. Где? Лерой? Да, а то я задолбалась, блин, новые мочалки покупать. Да шучу, я сама куплю, идите в баню. Идите в баню, такая, идите в баню. Что вы мне там испачкали? Вообще ничего, ни капельки. Баню даже не испачкали мне? Нет, мы все вытерли за собой. Вот вам, Спасибо давай, большое. мед на Спасибо Новый год, большое. девочки. Это вам, девчонки, спасибо Спасибо. огромное. Спасибо за чистоту и блеск. Что бы я без вас делала? Я бы сдохла. Ну, мы никогда не прощаемся. Что Ну ты да, без никакой, вас? какой там прощаться. Да, что ты так говоришь? После Нового года знаешь, что тут будет, блин. Страшного. Все Ладно, переживем. спасибо. Спасибо, давай, до девчонки. встречи. Давай, Всё, давай. пока, Юр, пока. Сейчас я вам покажу прикол. Короче, Альберт, бляха-муха, сейчас шов свой простужу. Не дай бог, шов нельзя простужать тут-то. И, блин, кому-то советую, шов нельзя простужать тут-то. А уже хожу без башки, бляха-муха. Прикол сейчас покажу вам. Я, значит, вот здесь вот в берлоге у Альберта у меня стоит беговая дорожка, да. Я буду там бегать сейчас, ну, ходить. А тут в бане Альберт сидит, тоже занимается спортом, но другим видом спорта. Альбертик! Милюша, каким видом спорта вы занимаетесь, товарищ Альберт? Я бегун. Бегун. Как у тебя пивной марафон? Ну, марафон должен, да, я просто баня. Тебя не будешь больше дегустации делать? Почему? Нет. Люди вредные. Люди вредные? И бепенда обидели. Ну окей, ну делай, ничего, не кричи, внимание обращать. Я же тебе разрешаю, самое главное. Ну, конечно, настроение чурада. А? Конечно, настроение чурада. Ну ты жира. Самое главное, именно настроение должен следить. За моим настроением следи, а не за икенсигишердің настроением. Benim настроение ведь чурак. Ну, анша пинкишердің қарайсың комментарийдар. Қойды? Күн түн комментарий оқып тек отыра ұшы. Ну. Что сылдап, расстраиваться етіп, удалять деп, блокировать деп халі біті. Давай дегустацию. Yok дегустация. В январе будет дегустация. Январе күтігіз от Альберта. Дегустация. Ярай, мен кеттім. Арқанды ойым? Стопор телядың. Арқанды ойым? Ja. Нормально, ашқының мұдың? Ашқылмайды. А? Ашқылмайды. Ну, керек ме yorға Yok yoqым? yok арқылмайды. Ладно, все, мен үйреге кеттім. Адақ потом сторис мне опять алыр керек. Ну вот, видите, по соседству занимаемся, каждый своим спортом. Альберт в бане спортом занимается, а я в берлоге у Альберта спортом буду заниматься. Да блин, что-то последнее время доктор вообще забросила. Раньше вечерами ходила, время хватало, а сейчас что-то, бляха-муха, блин,
Материал купеням, Паша, блин. Слишком много я снимаю. Мне все говорят, что я слишком много снимаю. Вот зачем мне это надо, блин? Постоянно такая думаю, не, все, больше так столько не буду снимать. Я один черт, блин, снимаю много. Да все подряд снимаю. Вот зачем меня вот это надо все подряд снимать? Я же, блин, ненормальная бляхнуха. Мне надо все снять, бляхнуха. Все рассказать, все выложить, блин. Эй, дурачок, я сама дурачок. Ой, бляха, муха, что-то так холодно и негде. Как я буду ходить? А, тут холоднее, бляха, муха, чем этот дома. Офигеть. Аудиокнигу слушать не буду. Вечерами голову себе забивать на счет. Буду этот, как там его? Бисмилла. Бля, вот повязки сняла, да, все равно кожа сильно тянет. С повязками, оказывается, лучше достар. Надо повязку одеть. Мне еще вообще-то рано надо. Рано было снимать повязки, а я сняла, дурачок.